Наши дорогие, уважаемые ветераны, мы рады вас приветствовать, нам очень приятно вас видеть, и мы хотели бы вам представить очень талантливого поэта, замечательного человека, врача Асланбека Пагиева. Асланбек Пагиев родился и вырос в небольшом остинском городе Алагир. Его отец Казбек Харитонович Пагиев, потомственный военный, майор советской армии. Он окончил высшую партийную школу и работал парторгом в Алагирском районе. Мама Валентина Давыдовна посвятила свою жизнь подрастающему поколению. Она воспитала 4 прекрасных, благородных детей, 2 мальчиков и 2 девочек. Асланбек Пагиев занимается поэзией, творчеством совсем недавно. Направление его творчества совершенно многогранно. Прежде всего, это Великая Отечественная война. Тема, конечно же, отцов и детей, и внутренний мир человека. Я вам хочу представить врача тибетской медицины, замечательного поэта, талантливейшего и просто очень хорошего человека, доброго и отзывчивого, Асланбека Пагиева. Добрый день. Я с удовольствием поделюсь написанным с вами. Байдай. Дыхание Владикавказа. Сиянием звезд сверкают лица. Десятков тысяч пышных фраз достойна ты, моя столица, любимый мой Владикавказ. Несется терек с горных склонов, твои лаская берега, и чудом, насладившись снова, уходят в дальние бега. Твои колокола при храмах вовеки не устанут петь, и восхищать не перестанет твоя суннитская мечеть. Мой город — птица, город — песня, рожденный солнцем и луной. Цвети, лет 200 000, любимый город мой герой. Хранимы памятные даты былых побед твоих места. Лежат в земле твоей солдаты, а песнь великого куста летит, расправив в небе крылья, напоминая о былом. И музыка его фандыра заветом льется за столом. Ну, тема у нас сегодня будет военная, поэтому я хочу прочитать вам стихотворение «Слеза Осетии». Пришла война, сынишка обнял маму, я ухожу, не мне сидеть в тени. Я буду гнать с земли священной гадов, и до той поры, пока звенит материнский плач под нашим небом, под палящим солнцем, под дождем, буду гнать фашистов хлесткой плетью. Я тобой для этого рожден. И, уйдя, исчез в пучине ада, не увидеть старому отцу своего единственного чада, а война не близится к концу. Некому разнять вышедших в страшный смертный пляс воюющих сторон. Из болот и сечи рукопашной тащит души смерть на Авалон. Из семей по 9 уходило на кровавую и страшную войну. Где они? А где-то их убили. Кто бы сына матери вернул? Безутешные девушки и вдовы, бесполезны взгляды и слова. Каждый день от писем похоронных мокнут дедов старых рукава. Все покрылось в черные одежды.
Горы с неба рухнуть собрались, реки не текут по руслам прежним. Травы соком ржавым налились. 7 отправила из дома по $4 и по 5. И за каждым сыном похоронку получила горестная мать. Не было предателей и трусов, и на многих оборвался род. Смерть трудолюбивая, танцуя по горам Осетии, идет. Сколько отдано героев смерти, сколько раз беда тебя нашла, сколько раз порвали твое сердце, сколько раз разодрана душа. Героям павшим посвящаем, и тем героям, что вдали от поля боя сына ждали и помогали, как могли. По 7 сынов своих отдавших во имя мира на земле ценою страшной мир создавших, чтобы жилось тебе и мне. Спасибо. Я хотел сегодня показать, как не все потеряно. Мы тоже понимаем, что произошло. Мы не настолько неживые люди, чтобы не понимать, что происходило, чтобы не понимать, что вы все делаете для нас до сих пор. Правильно? Я хочу представить вам маленького мальчика Данила Четьева. Мы сейчас занимаемся тем, что помогаем вытаскивать вот те крупицы информации. Не Америка победила в войне, мы это знаем. И мы пытаемся подтянуть наших младших, показать им, что было. Саалма что-то, а сажаха саалма, мамам факашу трёску тажмида. Мана каштарта и штыровая. Данил прочитает стихотворение «Идет война». Я хада герайшта, школа, я Мадима. Шахрайку, и на 9 мая в школе они прочитали это стихотворение. Я хочу, чтобы вы увидели, что дети тоже с вами. Батюшка. Идет война. По уле горной, на коленях стою, покрыта черной косынкой голова. Пред старцем палниц от боли вою, его невеста, бедная вдова. Прошу тебя, Отец, не дай им сгинуть. Лишь ты им можешь запретить уйти. Не позволяй, Отче, им погибнуть. Погибель им не дай свой найти. Дрожит слеза, и сердце в старом теле толкается с душой, решая спор двух горцев. Добрых, сильных, смелых. Смерть может отобрать у город. Пришла вчера на сына похоронка и оборвала сердце старика. Снял со стены оружие, винтовку. Не держит ослабевшая рука. Борьба внутри, невестку, жалко внуков. Он приподнял ее, в глаза и заглянул. Убил в груди волнение и муку. Вставай, невестка, не позорь, ау! Ступайте, дети, и свершите месть. Вас породивший, не посрамите горе, не уроните в битве дух и честь. А если смерть, то смело и достойно. Смотрите ей с улыбкой бравой, умрите храбро и покройте славу. Сражались храбро, первыми в атаку, всех за собою увлекали братья. Врага за родину свою нещадно били, отважных братьев всех в полку любили. Любили старшие бойцы часы затишья, когда разрывов свистопуль не слышно. Рассказы служат братьев о природе, о гордом независимом народе, о землях осетинских в Божьем даре, заветах стариков и о Багдаве, о пирогах с начинками и пиве.
и думали, приедем, будем живы. Но Бог войны не слышит наши мысли, и брошенные немецкой гранаты войной убитых поменялись числа. Волной ударной разбросала братьев. Уже не услышать друг о друге, обняться Божьей милости не будет. Заплачет от соседей дед в сторонке, когда придут на внуков похоронки. Не выдержит у матери сердечко на дне Ордона дурного местечка. Себе она, не выдержав, найдет. Стучится смерть давно, война идет. Насколько чувственно этот мальчик прочитал вот это стихотворение, вот Алстер Лейбар, он не был на войне, как и многие, кто я, допустим. Он не понимает все, что происходит. Он не видел тех ужасов, которые видели те, кто воевали. Но Норигдаген его сыграл Рожнакчиотовый, как амбаром байдет, Исуи. Я очень надеюсь, что они никогда не захотят, чтобы была война, и будут стараться, чтобы этого когда на Аршинцах, когда они, наверное, будут этого хотеть, как и вы хотели этого. Те, кто старался, те, кто отдавал свое здоровье. Я хочу прочитать вам стихотворение «Ветеран». Стихотворение называется. У меня написано много стихотворений про танкистов, про моряков, про пехоту, про летчиков. Алкомандер, алчидар, яхикушкота. Самая бомба автосора. Мне махот заген. На бомбу каду тогда автор ахацакен, автоахацакен, что мах. Слезой по изможденным векам бежит соленая вода. Безрукий инвалид-калека, герой войны, герой труда. Рукав заправлен аккуратно в блестящий орденами китель. Раненый шрамы многократных наградами укрыл воитель. Дойдя до памятного танка, знакомых гусеничных звеньев, старик безудержно заплакал и опустился на колени. Оживший танк летел в атаку, прикрыв броней советский мир, снаряд немецкий бил по бакам, зло матерился командир. По пальцам гусеничных траков прямой наводкою снаряд ударил, а второй по баку. Живем, товарищи, сгорят. Механик потеряет руку, но выживет, и каждый год он в этот день приходит к другу, что, как и он, еще живет. Речном медаль, хотелось бы прочитать вам стихотворение «Медаль». Кадой ищей жарды замечаличка, но от Жекалмакешн Талдовщик. Раскинулась ракита над рекой, упрятав с ней тайну под водою. Медаль давно обретшего покой, исчезнувшего без вести героя. Десятки лет, толкаема водой, она катилась к берегу родному, с известием, наполненным бедой, и доплыла, врастая в берег Дона. А над ракитой старая изба, откуда уходил мужчина в бой, балясин почерневшая резьба, слетели ставни, окон взгляд слепой. Его здесь ждали долгие года, больной отец и матушка с сестрой. Несла им весть железную вода, но слишком долго дом теперь пустой. Ушел отец, за ним усохла мать, сестра в печали скоротала век, навеки вечные их отправляя спать, похоронил их добрый человек. А здесь, недалеко от их могилок, медалька под ракитою лежит. Последние весточки о брате и о сыне, о том, что он сразился и убит.
Я буду счастлив, не то что позволю. Он же бежит тогда. Большое спасибо, Султан Викторович, что вам поддержки надо. Мальмана такой микрофон на кого? Микрофон на кого именно? Пока что. Кто, медаль? Касафанды? Касафан? Военный тема, Морскую тему есть. Давай. О, А без очков? подвиг. Прошедший сотни тысяч миль, участник всех сражений, он был герой, живая быль, не зная поражений. Его боялся вражий флот, лицом к лицу не встретить, искусно окружен, и вот противник ждет ответа. Прошедший сотни тысяч миль, скрипя бортом, ложится в крен, и торпедированный киль сдавался океану в плен. Несла его со стоном рында весть, что легендарный бит «Титан», команде отдавая честь, скользнул в пучину капитан. Во тьму распахнутых ворот тянуло кубрики и стяг, и, угодив в водоворот, с поклоном шел на дно моряк. Ушли в туманы времена баталий позабытых, играет легкая волна над памятью убитых. Покойтесь миром, моряки, запечатлен последний час, и силой сердца и руки пишу о вас и помню вас. Ветераны пусть прочтет, ветераны. Танкистов нету? Есть стихотворение. Ветераны пусть прочтет. А танкисты есть? Ну что еще хотите? Он даст. Что вам понравилось, да? Очень. Я вам читаю, давай. Не слышно было. Ты мне потом дашь стихотворение? А? Вспомни, когда нас не станет. Вспомни, когда нас не станет. Это последний наш бой. Море в пучину утянет вслед за разбитой кормой. Вспомни веселого юнгу, боцман со шрамом под носом, мичмана лучшего друга смелых, бесстрашных матросов. Тех помяни, кто в машинном жизнью геройски растянутся, тех, кто для дочери с сыном вечно живыми останутся. Мужественного героя, преданного капитана примет в объятия море, сколотой смертью раной. Лоцмана вспомни и Кока, шкипер и тот, кто на Марсе. Всех, кто умрет раньше срока в вихре запуганных галсов. Вспомни, когда нас не станет, мы тоже хотели бы жить, но мы ради вас умираем и просим о нас не забыть. А на веках почитай еще. Ну, что вам понравилось? Морякам. На кого мы должны равняться?
за всех, кто... Здесь у тебя мелко напечатано. За всех, кто давно жил и бился, спасая землю от... Занавес разведите его. Что? Плохо у тебя напечатано. Не убоялся и не скрылся от наступающих врагов. Спасая сушу, дрался в море, борт в борт и грудью на штыки. За нас, забытые герои, за нас, родные моряки. И за потомство, что достойно отцов погибших на морях, пусть плещутся игриво волны на корабельных якорях. За кубрик за кубрик выпью, за мостик, за 9 футом кораблю, пусть берег будет частью за синими мою судьбу. В общем, плохо тебя напечатано. Меня... Спасибо вам огромное. Дух моряцкий был проявлен. Спасибо большое. Вот он читал, но не слышно. А ветеранов просьба еще, Асламбек, почитать. Ветеран. Только как гром. Александр Михайлович сам почитает. Дахадагей Балыш. Может, Дахадагей Балыш. Это ничего не помогало. хотя бы. Ветераны. Вот теперь надо первым взглядом. Слезой по изможденным векам бежит соленая вода. Безрукий инвалид-калека, герой войны, герой труда. Рукав заправлен аккуратно в блестящий орденами китель. Ранений шрамы многократных наградами укрыл воитель. Дойдя до памятного танка знакомых гусеничных звеньев, старик безудержно заплакал и опустился на колени. Оживший танк летел в атаку, прикрыв броней советский мир. Снаряд немецкий бил по бакам, зло матерился командир. По пальцам гусеничных траков прямой наводкою снаряд ударил, а второй по баку живьем товарищи сгорят. Механик потеряет руку, но выживет. И каждый год он в этот день приходит к другу, что как и он еще живет. Я прочитаю, я недавно видел фотографию, девушка на фоне самолета. Прочитаю. Девушка на фоне самолета, молодая совсем девчонка. Я перебросил ее фотографию в свой телефон и выставил заставкой. Было написано «Герой Советского Союза». Я начал искать, кто это. Оказалось, что это герой Советского Союза Наталья Федоровна Меклин. Совсем юная девушка совершила 890 боевых вылетов в тыл врага. Уничтожила столько техники. Она нанесла такой урон фашистам. Одна маленькая девушка. Ну не могли мы не выиграть в той войне. Ну не могли. Я посвятила стихотворение. Называется «Меклин». Фотография напротив. Девушка
Девушка со взглядом острым смотрит вглубь моей души. Мир военных снимков пестрых я сегодня ворошил. Встретился с ее глазами, летчица у самолета. И, столкнувшись с небесами, я ворвался в это фото. В заведенную машину мысленно с майором сяду. И в ее последний вылет 980-й полечу бомбить фашистов, технику, живую силу. Бомбы падают со свистом за советскую Россию. Вынырнули из-под тучи и щадить не будем. И горят склады с горючим поезда и люди. Смотрят глазки в душу нежно, и по сердцу льется свет. Заходи в мой мир безбрежный, сердце ей дает ответ. Хрупкой женщине, герою, в небе, породнившись с ней, душу настежь я раскрою. Пусть живет в душе моей. У нас сегодня мы решили Меретхан, до минуты конца. Мы сегодня решили, вот я не предупредил, прошу прощения, Жаргаги. Меретхан Чиуинен, значит, я не дал фишефта. Она... Фишефта, не дали даже, да? Не дали медаль на 50-летие, и вот получилось так, что один из наших друзей попросил Геннадия Андреевича Зюганова, мою Зюганова, что я его смеял. И я бы хотел, чтобы кто-то из вас вручил эту медаль. Я очень прошу, пожалуйста, Султан Алиевич, как я напишу от моей, пожалуйста. Александр Михайлович, участник войны, пожалуйста, вручите. Иди туда. Пойдем сюда. Не хотите, Александр Михайлович, участник войны? Ну хорошо, Ну, видите, вот замечательный полезный Сталин, никто не будет. Видите, какие ордена у нас. Вручаем вам и желаем всего-всего самого доброго. За Баху, Амаджу, ну, так как вот Расшукчилгой, чтобы долгие годы были уже вот наградой с орденом Сталина, чтобы были не старому ветерану, молодой женщине можно и застегнуть. Вдруг попадет. Все, поздравляю вас. Желаю вам Я хочу прочитать вам стихотворение коммунистов. Это самая мощная идея, которая только существовала на планете. Если идейным быть, то я думаю, это самая мощная идея. Это самая честная, самая порядочная, правильная идея. Не сидевшие на тронах, проходившие сквозь страх, не носившие короны, погибавшие в боях, мир о вас наполнен слухом, проявивший чудеса силы, мужества и духа, покорили небеса. Похоронены герои, те, что сердцем были чисты, но витают, беспокоят грезы старых коммунистов. Не напрасны были слезы, на земле родятся люди, что увидят эти грезы, и коммуна снова будет. Не убить идею эту, щедро политую кровью, вспыхнет мир идейным светом и наполнится любовью. И сердца героев смелых, погибавших на войне, в ссылках, каторгах, расстрелах, успокоятся в земле. С облаков незримо льются чьи-то правильные мысли, ноты бережно коснутся варшавянкой лучистой. Ринат Кучмазов, наш молодой артист, певец, решил сегодня встать рядом с нами и прочитать
одно из стихотворений, которое, в принципе, уже было прочитано, но мы прочитаем. Слеза сети, еще раз я прочитаю, вы попросили. Пришла война, сынишка обнял маму. Я ухожу, не мне сидеть в тени. Я буду гнать с земли священной гадов. И до той поры, пока звенит материнский плач под нашим небом, под палящим солнцем, под дождем, буду гнать фашиста хлесткой плетью. Я тобой для этого рожден. И уйдя, исчез в пучине ада, не увидеть старому отцу своего единственного чада, а война не близится к концу. Некому разнять вошедший в страшный смертный пляс воюющих сторон. Из болот и сечи рукопашной тащит души смерть на Авалон. Из семей по 9 уходило на кровавую и страшную войну. Где они, а где-то их убили. Кто бы сына матери вернул? Безутешные девушки и вдовы, бесполезные взгляды и слова. Каждый день от писем похоронных мокнут дедов старых рукава. Все покрылось черной одеждой, горы с неба рухнуть собрались. Реки не текут по руслам прежним, травы с соком ржавым налились. 7 отправили из дома, по 4 было и по 5, и за каждым сыном похоронку получила горестная мать. Не было предателей и трусов, и на многих оборвался род. Смерть трудолюбивая, танцуя, по горам Осетии идет. Сколько отдано героев смерти, сколько раз беда тебя нашла, сколько раз порвали твое сердце, сколько раз разодрана душа. Героям павшим посвящаем и тем героям, что вдали, от поля боя сына ждали и помогали, чем могли. По 7 сынов своих отдавших во имя мира на земле, ценою страшной мир создавших, чтобы жилось тебе и мне. Мы рассчитывали как-то на короткий вечер. Я прочитаю вам стихотворение от имени павших. В книге «Француз», которую мы издали, есть тема, она написана проза, есть тема, посвященная навеянной войной в январе 2008 года. Там я рассказываю о деде своем, о его боевом пути, о том, как он рассказывал мне, что не заставлял никто никого кричать за Сталина, не было этого. Люди сами шли, они шли, погибали, они неслись в бой, и не мог же кто-то сзади бежать с ручкой в зубах и записывать с пистолетом в другой руке и записывать, кто что кричит. Люди кричали за Родину, за Сталина, это же правда. Зачем сейчас придумывать, скажете, достаточно, а там еще одно приключение. И вот когда говорят, в шей кормили, извините, не кормил мой дедушка в шее. И все, кто были на войне, они в шее не кормили. Они погибали, они загнивали там со своими, вот эти все раны, разодранные, разорванные. Не было медицины, не было в окопах, в бой. Человек стремился в рукопашную. Лучше умереть, чем вот эту боль испытывать все время. У человека утром зуб болит, он понимает прекрасно, что может пойти ему выдернуть, и все будет в порядке. Там такого не было. Как можно писать такое в шее кормили? Я вот на эту тему
Мы не кормили в 6-4 года. Сейчас так модно говорить о стариках. Мы гнили в развороченных окопах, кляня врагов на всех материках. Под шквалом пуль немецких пулеметов, скрипя зубами, строй держали роты. Пристанищем последним для кого-то навеки стали реки и болота. Зияющие раны и порезы, гниющая плоть и запах, стон друзей, в шинелях грязных, сапогах облезлых интеллигент, рабочий, из князей, замерзшие, с гримасой от боли, под потом застилающим на зрение, уставшие, замызганные кровью, искали в рукопашном избавление. Штык уложил московского Серегу, душа наружу вырвалась струей, глаза блуждают в поисках подмоги, и тело изливается змеей. Пробита легкая у Саши из Ростова, но не желая умирать, он кроет матом и крошит голову немецкому герою, отобранным его же автоматом. Контуженный ударной волною, ослепший от разрывов и зорниц, я полз вперед за родину горою, пытаясь встать, не различая лиц. Я более того не видел горя, когда кричат от страха и от боли, чужой горячей умываться кровью, и жить желать, и умереть готовы. Не в шее кормили, вороны клевали, не немцы нас, морозы убивали. Голодные, не спавшие годами, и все же битва выиграна нами. Мы не кормили в шее 4 года. Сейчас так модно говорить о стариках. Мы гнили в развороченных окопах, кляня врагов на всех материках. Şey patandır da o değil, ne yarıştı. Racıma fıtı feşaftun, mamatı feşaftun. Ama вот амбаргекен, время не может такого. Немного приглушить может, да, может. И то я думаю, что вряд ли. С каждому человеку с этим жить до конца своей жизни, с потерей вот этой мамы, отец. Ринат прочитает вам стихотворение «Портрет» Мафаткама Ардудинов, что Ринат. Портрет. На столике моем стоит портрет. Слезами горькими родных и близких вымок. И кажется, что шепчет, смерти нет, от времени увядший фотоснимок. Так тяжко без тебя, отец, болею. Что без тебя я, без твоих железных рук, как сокрушаюсь об ошибках и жалею. Ушел из жизни самый близкий друг. Я так и не успел сказать спасибо, и не сказал последнее прости. Свежи цветы, но срезаны, не живы, им на твоей могиле не цвести. Я рад, ты не услышишь стонов сына, как воет он от боли и кричит, как тонет море слез в тумане дымном. Ребенок твой, родившийся в ночи. Звездою яркою ты прогорел на небе, любя родных, друзей, весь белый свет, делясь с людьми куском последним хлеба, на ослепительный, меняя черный цвет. Я нависал над рамкою портретной, клубами надо мной табачный дым. Забвение памяти твоей не будет светлой. Ты будешь жить, пока живет твой сын.
Пусть был не лучше всех, не ангел и не Бог, но жил он на земле, и он любил, как мог. Разнопланово написано почему? Потому что я сам служил, мой отец был майором Рукшака, а мой дед воевал, мой дед Хаштунат и Мамуди. Поэтому они не все были стрелками, и не все были десантниками. И поэтому чувствуя боль другого человека, невозможно, когда он пройдет мимо тебя, не понять его и не написать про это. Нельзя. Я, например, прочитаю вам о людях, которые кто-то в первом же бою попал в плен, кто-то женами, многих, да, незаслуженно были многие сосланы, незаслуженно. Но время было такое. Я понимаю, наверное, я бы простил это все, потому что время было такое сложное. Легко вам рассуждать о тех, кто был в плену в концлагерях. Кем позабыто слово «смех», о стариках, о матерях. Вы знаете ли, кто они, каков был их последний час? Лишенные щедрот земли? Я расскажу сейчас о нас. Кормили нас не хлебом, болью. Нас били, резали и жгли. Нам засыпали раны солью, и раскаленные угли шипели между сухожилий, вгрызаясь в кости наших ног. Немногие из нас дожили. Кто был расстрелян, кто продрог и бился рыбой в лихорадке в тисках палящего озноба, он сброшен в яму свежих партий людей без имени и гроба. Зимой босые, без одежды, в телах иссохших шли на смены. Здесь молча таяла надежда, и умирала наша вера. Истерзаны немецкой плетью десятки тысяч стариков, солдаты, женщины и дети, бездомный ров, последний кров. Ты не был там, ты не поймешь, пощады нет, как не реви, когда ты по крови идешь и просыпаешься в крови. Там забывается любовь и дом, и верная жена, там кровь и смерть, лишь смерть и кровь и безысходности стена. Открытый граду и ветрам скелетами набит барак, и дрожь от вида по утрам откормленных людьми собак. Ты не поймешь, ты не был там. Упал пустой желудок, приклад по слипшимся устам твой возвратит рассудок. Здесь ты никто, и звать никак. Собаки, камни, плети, работа, жажда, боль, барак, измученные дети. Не будь таким, прошу тебя, не превращайся в зверя, живи людей других любя и насаждая веру. Я дам тебе любви, семян, ты посади их так, чтоб рос прекрасен и румян любви прекрасный злак. На бафалады, что я говоришь, мало, что вот маленьким дошли будут балварки. Я хочу прочитать вам стихотворение младшего, которое, наверное, больше касается тех, кто подрастает, но я просто хочу, чтобы вы знали, сидящие здесь, что каштартан сигарка нам мах. На фату сахоном, когда сахоном и намажуном, фала шавкасами мафакану, Иосиф что, Аллахай, Аллахай. Придет тот час, когда вы все поймете. Стрела разлуки горечью пронзит. Мне жаль, но вы обратно не вернете того, кто вас в душе боготворит, того, кто вашим потакал капризом, ни разу не сказал вам нет, одно лишь да. Все может повториться в вашей жизни, родители, не повторятся никогда.
Вам не забыть родительские лица, любимых глаз, увы, не позабыть. Все в жизни может снова повториться, лишь маму с папой вам не повторить. И вспоминая глупые раздоры, вы осознаете на жизненном пути, что все найти возможно нам повторно. Родителей повторно не найти. Вы знаете, кто вам не дал упасть, ведя вас в жизнь с насупленной бровью. Простите, что не насладились всласть, не поняты родительской любовью. Мальчик, покупавший котенка. Котятами на рынке торговал веселый дядя, шумный балагур. Ко всему без разбору приставал, срыть хлама разного, полотен и микстур. «Котят купите, люди!» — он кричал. «Купите, девушка, купи котят, старик!» Только он немного заскучал, мальчишка грустно перед ним возник. «Скажите, дядя, сколько стоит котик, тот, у которого большой животик?» «Отдам рублей за 100 тебе, малыш, коль ты покупки жаждой горишь. А с темной полоской на спине он нравится не меньше, дядя, мне. С полоской отдам за 90, хоть сбросить цену мне совсем непросто. А тот, что с белым ушком, сколько стоит, который лапкой под собой корзину рвет?» «Ну, с белым ушком будет подороже. Здесь скидку сделать дяденька не сможет». Шутя смеется над ребенком, не отвечай на вопросы его толком. У малыша всего лишь 50 рублей. Котята все дороже, хоть убей. Подначивал ребенка дядя. Вдруг корзина выскочила у него из рук. Котята маленькие бросились бежать. Один остался на земле лежать. Поднял его мужчина, лапка бита. «Такой не нужен мне, бери, бездельник. К чему калека мне? Зачем кормить их?» «Везет тебе, малыш, бери, бездельник». В глаза мальчишка гордо смотрит дядя. «Бесплатно, дядя? Мне кота не надо». Не меньше любит маму и папу из-за того, что малость ранил лапу. И стоит он не меньше, чем другие. Для мам все котята дорогие. Сейчас я папу приведу к вам, дядя, и он вам за котеночка заплатит. «Я здесь, сынок, и от тебя не скрою. Давно стою я за твоей спиной. 200 вот, отдай их продавцу». Малыш отдал, в слезах прильнув к отцу. Уткнувшись в папину штанину, мальчик плакал. «Ведь я такой же, как другие, правда, папа?» «Не плачь, сынок, а улыбнись пошире. Для нас ты с мамой самый лучший в мире». И повернулись, и пошли. А дядя, не зная, как вину свою загладить, всю ночь провел, в слезах прося у Бога вернуть мальцу отобранную ногу. Спасибо вам за нашу победу. Не ходят ноги, ослабевший глаз, слоями тает сердце, дряхлый дед. Я раз в году и много в жизни раз встречал слезами праздники победы. Давно в коленях беспрерывны боли, в прошедшие уносит силу дали. С кровати встать мне не хватает воли,
все тяжелее ордена, медали. Сейчас оденусь, выйду на парад. Возможно, плечи ветхие и трость удержит все же праздничный наряд. Костюм тяжелый не сломает кость. Я вспомнил первые парады, миллионы парней, девчат, детишек, стариков, бутоны роз, державших оборону, улыбки тех, кто одолел врагов. Уходят той поры герои в лету, и память о войне с собой уносят. Все меньше нас на празднике Победы, и в прошлый раз нас было только 8. Заныло сердце, холодя осколок. Я пошатнулся и упал без сил на старый, как и я, потертый войлок. 9. Ну вот и победил. И сегодняшний вечер мы закончим стихотворением «Юные герои». Юные герои – это те люди, которые сегодня в возрасте стариков сегодня. А тогда это были молодые ребята, 4-я замбригада. Среди закаленных воинов суровых совсем юнцы шагали на параде. В военной форме шитой, новой, бросали в кучу вражеские стяги. Недавно босоногие мальчишки, сбежавшие из дома на войну, оставившие мячики и книжки, чтобы защитить любимую страну. За их спиной ранения, потери, и страх, и боль, и детская тоска, дожди и грязь, холодные метели, 4 длинных года марш-броска. В Берлин входили далеко не дети, когда над ним зарел красный флаг, советским украшая город цветом. Мужчинами был штурмом взят Рейхстаг. И вот они, годами все же дети, уверенно шагают на параде. Юнцы-герои, спасшие планету, бросают озеро вражеские стяги. Saldırı imajı, bağlı maraj, saldırı imajı. Falan bana şu tümcüna, bir anı fıştı, tüm bir, şafulların bilsin, kaşkadarına bağlı tamam. Как целхайза бакашты, что у меня на ташкафе надо има, вижу умыком, что это бюро ты что ты что. Алкана были хазарка что-то. Вот так там, мабон, махипон шараши поеду до Афгана лазим. Полова цыгана, абонавта. Я нахашпару, кадички, фандиш, жаден, абоны, вечер, табор. Можно говорить потом до Кремля, Кербана? Можно. У поэтессы Юлии Друнина есть такие стихи. Я только раз видала рукопашный, раз наяву и сотни раз во сне. Кто сказал, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. И была еще такой поэт Ирина Левченко, герой Советского Союза, воевала в танковых войсках. Я дословно не помню, но в ее стихах звучит так: после боя надо дать отдохнуть танку, ибо он железный, а мы же все-таки люди. Какие пронзительные слова, и это писали люди, которые воевали. И когда мы слышим стихи о войне, вот такие же, по уровню вот молодого человека, который войну знает только из рассказов своего дедушки, от человека, который представляет самую мирную профессию врача. То есть это все выстроено, это на сердце у него, и главное, он правильно воспитан. Он правильно воспитан своими родителями и пытается вот это нести и младшему поколению. Поэтому Данил, его помощник сегодня, один из помощников, так прекрасно
И я думаю, никто из вас не пожалел, что сегодня здесь были, да? И поскольку творчество не останавливается, Асланбека, я думаю, мы будем еще искать встреч с ним, правильно? А сегодня поблагодарим всю группу, которая пришла вместе с Асланбеком, потому что вот это тоже нужно, это не тоже, а обязательно нужно. Такое общение почти на семейном уровне, когда мы друг друга прекрасно понимаем и прекрасно знаем, о чем идет речь, и еще раз говорим о том, что спасибо тому великому поколению, которое завоевало эту победу, и когда он читал стихи, и видите, уже даже Сан Саныч выскочил про моряков прочитать, а вот про юных героев, конечно, Физир Тимуркановичу надо было 15-летним, ушел на войну. Ну, это мы будем уже в дальнейшем быть его помощниками его творческой деятельности. Спасибо. Спасибо. Так, кто еще хочет что-то сказать? Несколько слов я хочу. Пожалуйста. Дорогие друзья, я недавно познакомился с Асланбеком Пагиевым, моим однофамильцем. Наша фамилия Паг это одна фамилия. Но познакомился я на презентации этой книги Асланбека. Я удивился, столько народу собралось, столько читали его стихи наизусть. И я убедился, что когда он мне подарил эту книгу, я буквально от корки до корки, от первой до последней корки прочитал с большим удовольствием это стихотворение. Мне поразил кругозор поэта. Его сравнение человека с нашими Кавказскими горами. Его сравнение и изыскивает такие слова, которые так просто не придумаешь. Вот, я когда прочитал эту книгу, я буквально был поражен, что среди в Осетии рождаются и продолжают поэзии Коста Хитагурова. Есть последователи Коста Хитагурова. Я надеюсь, что с выходом этой книги у Асланбека появятся еще книги, где он также воспевает не только Россию, но и нашу Осетию. И везде, где бы я ни прочитал, он глубоко патриотичный человек, переживает за те невзгоды, которые были и есть в нашей жизни. Я надеюсь, что в будущем настоящий продолжатель дела Коста Хитагурова Асланбек Пагиев. Все зависит от того, сколько еще книг успеешь выпустить. Вот. Я надеюсь, что ты прославишь и Осетию, и нашу родину, большую родину Россию. Спасибо, спасибо. Кто еще? Кто? Ну что, спасибо всем вам. Вы извините, я еще пару слов скажу. Я совершенно случайно попала сюда, но знаю заочно Асланбека. Это мой сын, и я очень благодарна. Первым долгом я хочу поклониться всем ветеранам, всем участникам войны, возраста, на характер ветеранов, фараон Ирак Хедеву, Залави, Алемагазину. Нанис Мажабахут Фидал Алхаттар. Мен хсыз гонхави, что детский сад фестиваль, mesela такого курту именно Варшаве надо. Ирестone, именно в Ирестone.
20 خشت بايفتم في نص از فيتو يهودنا فلا مخ بقى ما فيت خشت خابت زودم في داري اما نظر دارم باخد اشتراك کنم نوجد رزاقنز اما کفاکوس ماشه بدلا شدم و منم مبون شویان نیاره در کو مار خواستم یه کس دارم بامبارن کنارش بودکته کسی عارف نکوده کنان در در کو مزون آشتو ما خند قباطر جیناد من در این نهایش بودکه رامبل تو نادم خشن کار در فلا ایرس تو بیره کورس قباطر تی بیره کورس دادم چی اما بنان اخصاص قولو آن خاطرش کاتون بین بایدان ایرس تو خصوصا ما شباب زندگی فلا أول والله عارفة من تنزل عشق وزلكم إذا زوجت زدتنا ونبضت الناس هذا جزء كان شيء تاسو شان ما كنت دكتور عرفت وزن زنجات دكتور آخر بود تنگ گرامر كذا نزول بسيمو كنت مدربات اسمه ما نعرف يعني ما ديس كذا كاب مود شغلك تشيدات بوده تفسو أما حافظة عارف خود كنا يعني خاص كريم حافظة عارفة آدم دکتری اومد اشترستانی میگی. زوجت یا مارمف یا دیگوش کاتون زیادی نکاشی سفید بود. ما آل لیاره که در آبونه بونه ماخوایی استونش خبر تکسور بیام ما کفیدم بخاطر که دیگر تجربه فلان. فندقون کفیدم خلیب زولمه یاملا کافت کنم دوی منم نظر دارید که کنم بود. اچون درس موج می‌دارم. زوجت رادی که خزانه می‌دم کنه کوم کنه سوالونه. مشغولات بسیار کنه آوشه بود پاتریاتیسم. و بخاطر که از بخاطر وفاستم گذشته ولادت زدم تیلی بوده 15 16 من رفتم خشت آمدی منم این دام خشتی کردم این دام مخالف خواهم ندارم دام آخر کنم من مدل فرستی من هم آدم عرف دوج عرف کدی کنه چوش خباشه ما فیرو خوا من نشانم بون بیرد عرف ما فندش تو رایشون بونه ما من یک زاخت خیلی کاتک استای گاردیت هذه سكان جالسة ما أختار أشتغل أشتغل ما أختار شو بيزنت ما بيبقى أنا بشارع من بيان مثل بخاطر الكلمة كأني أصير لا ودي لا Спасибо большое. Спасибо вам. Встречаться. Спасибо. Это, надеемся, не последняя встреча. Спасибо за ваше неравнодушие. Спасибо вам за все. Вот у меня из войны есть один самый тяжелый